Сохранение экологии – один из приоритетных национальных проектов. И решение мусорной проблемы – практически задача номер один. Уже определен оператор, разработана схема и региональная программа обращения с отходами. В планах на этот год строительство мусоросжигающих заводов в Сыктывкаре и Сосногорске. 3 муниципалитета переходят на раздельный сбор, что позволит снизить полигонное захоронение отходов. Строительство объектов обращения с отходами ведется по нашей республиканской программе за счет средств в основном объеме республиканского бюджета и софинансирование 20% за счет средств муниципального бюджета. За прошлые годы были построены площадки накопления отходов в Карткировском и Ижемском районах. Они сейчас не эксплуатируются, потому что не введены в строй полигоны сами захоронения отходов. И сейчас продолжается строительство 3 площадок и 1 полигона в Кайгородском районе, которые будут введены в эксплуатацию до конца этого года. Ученые выяснили, 20% мест обитания краснокнижных видов в Коми не защищены. А потому актуализировать границы особо охраняемых территорий – еще одна важная задача. Заповедные земли в регионе увеличат почти на 1 000 000 гектаров. В 17-м на территории Инты уже образован заказник Чернореченский. Готовы документы на создание еще 3 в Воркуте. И вопрос сохранения биоразнообразия тоже федеральная повестка. Впервые Печора попала как объект, требующий особого внимания, водный объект. Прописано прямо в указе президента. Там говорится о создании новых особо охраняемых природных территорий. И вы знаете, что у нас на юге готовится, подготовка идет к созданию национального парка Кайгородский лес. Снижение количества отходов, загрязненности поверхностных вод, выбросов в атмосферу. Итоги работы Министерства окружающей среды порой незаметны глазу, зато отражаются на качестве нашей жизни. 12 миллиардов рублей направили добывающие и производственные предприятия на природоохранные программы. Коми вошла в 5 эколога энергетически эффективных регионов. Мы стояли перед проблемой. Практически весь газ шел на факел. С 2011 года решение этой проблемы привело к тому, что почти 2 миллиарда кубов мы сегодня практически запускаем в производство, в энергетику и прочее. Ровно столько, сколько сегодня добывает Вуктыл, мы собираем вместо факелов попутного газа по нашим компаниям. И это успех, который реализовали компании, которые мы можем вписать в свои экологические достижения, прежде всего и прошлого года. Почти все компании подошли к 90-95% утилизации попутных газов. Несовершенство законодательства, недостаточное финансирование лесного сектора, как следствие недобор инспекторов, недостаток техники. Впрочем, с задачами Рослесхоза региональное ведомство справляется. При не очень благоприятных погодных условиях лесопользование не сократилось. В то же время мы очень сильно увеличили продажу древесины малому бизнесу. Что очень важно на сегодняшний день, это как раз те маленькие производства, которые кормят зачастую деревни, села, и без которых, в общем-то, совсем бы жизнь в этих небольших селениях могла бы заглохнуть. И я должен сказать, что мы на сегодняшний день рассчитываем еще увеличить объемы продажи для малого и среднего бизнеса. То есть этот сегмент рынка нужно поддерживать. Каждый год планы по лесовосстановлению в Коми перевыполняются. В то же время объемы сплошных рубок соответствуют нормам. А потому в регионе леса меньше не становится. Наоборот, легкие Европы увеличиваются в объеме. Ольга Коняева, Олег Юшков, телеканал Юрган.